отдавшим жизнь за нас, посвящается. У Ильхотовских ворот сегодня перезахоронили останки 13 советских солдат, погибших во время Великой Отечественной войны. Их обнаружили в ходе раскопок члены поисковой организации «Харон». Уже 4 года вместе с работниками службы судебных приставов они пытаются найти останки героев-фронтовиков, которые так и не были погребены. Если вы знаете, вот здесь, это же Ильхотовский ворот, со стороны Карджина были бои. Вот на этой самой горе там очень много останков. Очень. Здесь несколько десятков тысяч солдат пали. И еще предстоит очень много работы, потому что там в лесах не одна сотня. Останки солдат сегодня были преданы земле на мемориальном кладбище. Некоторых из них опознали по найденным медальонам. Один – уроженец Воронежа, второй – Санкт-Петербурга, третий – солдат с Донбасса. Его родственники не смогли присутствовать на захоронении. Останки других 10 бойцов опознать не удалось. Вот это захоронение, благодаря, видите, мы совместно проводим, это и патриотическое значение большое для молодежи, потому что мы должны помнить тех, кто сражался и оборонял нашу страну от фашистского ига, спасал. Ну вот, естественно, церковь большое отношение имеет. Во-первых, мы служим погребение, мы служим литии поминальные за всех, потому что воины, сам Христос в Евангелии говорит, нет больше той любви к тем, кто положит душу за ближнего своего. Поэтому воинский долг всегда был в церкви русской православной. В этих местах в 1942 году в результате ожесточенных боев советские воины остановили и разгромили группировку немецко-фашистских войск. Ильхотовские ворота так и остались закрытыми для тех, кто рвался к бакинской нефти. На мемориальном кладбище уже захоронено свыше 200 солдат, которые занесены в книгу памяти. Дзраса Багаева, Алан Кайтуков, Осетия ТВ.